Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Внезапный поворот событий. Давайте посмотрим, что вас ждет и к чему вам необходимо готовиться. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои милые, отсыпочка вышла. Отсыпка у нас общая, пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Сразу хочется начать «Сердце в огне». У кого-то к вам сердце в огне. То есть человек настолько сильно любит, настолько сильно в вас нуждается, ничего с собой поделать не может. Я так понимаю, что это какой-то тайный поклонник, либо тайная поклонница, если смотрит меня мужчина, кто не станет молчать, кто вам о своих чувствах скажет, выскажет, прям обрушит на вас всю силу своей неистовой любви. Сердце в огне — это, конечно, что-то очень грандиозное и серьезное. Здесь человек не только любит, но и страстно желает. То есть очень-очень сильно вы нужны этому человеку. Для вас это, конечно, будет очень внезапно. И такой поворот вы точно никак не можете предугадать. Человек, кто рядом, человек, кто никогда ни словом, ни делом, ни взглядом не выдавал своих истинных чувств и намерений в вашу сторону, вдруг вот прям схватит вас за руку, обнимет вас крепко-крепко и давай целовать, кричать, что любит. Что-то очень необычное идет. Очень необычное, что произведет на вас неизгладимое впечатление. Если человек вам симпатичен, нравится, я думаю, что все будет просто замечательно, идеально. А вот если вы к человеку относитесь просто как к другу, либо к подруге, либо может быть, флюиды не те, да, не заходит вам человек в качестве партнера, то тут, конечно, будет немножко проблематично. Что есть, то есть. Сердце уже в огне, и ничего с этим не поделаешь. Дальше, мои хорошие, какая-то пустая емкость медленно начинает наполняться. А вы, как говорится, ни сном, ни духом. С левой стороны события понятно, что вы не ждете, не надеетесь, и даже об этом не думаете. Представляете, как вы удивитесь, когда это все увидите. Наполняется водой, значит, что-то происходит, что-то решается, что-то лучшее для вас в вашу сторону разворачивается. Очень медленно, но наполняется. Может быть, вы когда-то чем-то занимались, либо когда-то куда-то обращались, и ничего не произошло, вы так рукой махнули, думаете, ладно, не мое. С каким же удивлением вы узнаете, что уже события начинают накапливаться и происходить. Причем хорошие события для вас. Здесь вы порадуетесь, действительно порадуетесь. И еще какой-то неожиданный зигзаг даст ваша дорога судьбы. Тут, правда, зигзаг. Он, видите, вышел в левой стороне. Куда-то вы не пойдете, не поедете, хотя хотели, планировали, рассчитывали. Но, с другой стороны, отправитесь совершенно в противоположную сторону, о чем сейчас не думаете. Здесь как замена какая-то. Резко. Вы меняете свои планы, резко меняете свой маршрут и движетесь, может быть, даже совершенно в противоположном направлении. Но опять же, вы к этому готовы не будете. Здесь по ходу пьесы придется что-то решать, делать и просто принимать ситуацию такой, какая она есть. Кстати, девушки, женщины, если вдруг у вас, например, какая-то встреча назначена, либо какой-то мужчина
обещался приехать, либо вас к себе позвать, да, вот, скорее всего, здесь тоже может все поменяться, переиграться, вплоть до того, что, например, если он должен был приехать, то вам придется ехать, если вы должны были ехать, то, наоборот, он там за вами приедет, к вам приедет, да, потому что, опять же, у кого-то с противоположным полом связано. Дальше вижу, что вы в каком-то положении, ну, как будто бы кто-то на вас давит, либо чья-то такая сильная, властная рука вас держит, сдерживает. Человек, который давит, либо держит, ослабит хватку, и у вас появится возможность вырваться. Вот в прямом смысле слова, да, вырваться, выйти из-под этого влияния, выйти из-под этого контроля, ну, в принципе, да, как-то нивелировать эту всю ситуацию и, опять же, может быть, как-то даже распрощаться с этим человеком. Смотрите, шанс у вас появится, но он будет какой-то прям скоротечный. Если вы начнете сомневаться, ну, допустим, люди очень часто привыкают ну, к определенным условиям, потом им кажется, что вот я сама там не смогу, я сама там пропаду, либо сам не смогу. Вот, начнете сомневаться, потеряете драгоценное время. Вот эта хватка, она опять усилится. Вот, если вы действительно сильны и уверены в себе, вижу, что моментом можете воспользоваться. Выйти из-под чего-то давления, влияния, освободиться, обрести желанную свободу, ну и дальше прокладывать самостоятельно свой путь, ни от кого не зависеть. Да, шанс есть, но он очень скоротечный, там буквально, не знаю, пару секунд, и вы должны быть готовы рвануть вперед. Дальше рак, который вопреки своим привычкам не пятится вниз-назад, а наоборот стремительно поднимается вверх. Человек, который избегал ответственности, либо человек, который боялся, не знаю, жить, боялся будущего, не был уверен в себе, вдруг обретает, я не знаю, смелость, скорее всего, решительность и стремится именно к чему-то конкретному, лучшему. Даже, в принципе, может предлагать. Ну, допустим, у некоторых отыграется, что это ваш парень. Парень, который избегал ответственности, который там говорил, да нам рано жениться, да нам рано ребенка заводить, да нам рано ипотеку брать, да, вот в таком ключе. И тут он вас ошарашит, что вот я все понял, я все решил, там, давай ребенка, прям завтра, там, в ЗАГС идем оформлять ипотеку. И вы такая, ничего себе, какая муха тебя покусала. Прям удивит и порадует вот тем, что хочется не прятаться, а наоборот идти вперед, достигать. Дальше, мои хорошие, здесь показывают мужчину, который сварится, как снег на голову. Человек, с кем вы когда-то имели возможность познакомиться, может быть, даже какое-то непродолжительное время общаться, очень похоже на случайного знакомого, там, например, где-то на отдыхе, на курорте, может быть, где-то у кого-то когда-то вы познакомились. И вот этот человек появляется с какими-то претензиями в вашу сторону. Ну, типа, где ты была, да? Почему ты меня не искала? Вот я тебя искал, я тебя нашел. Если честно, вы его как рассмотрите, получается, поближе, получше. Но время прошло как-то, знаете, уже атмосфера не та. И вы поймете, что этот мужчина прям совсем категорически вам не нравится. И очень сложно будет ему это все объяснить, так, чтобы его прям не обидеть. И очень сложно будет от него как-то избавиться, да, потому что может даже вас преследовать. Смотрите, и сердце в огне, и мужчина, который как снег на голову. То есть, да, вот в жизни действительно вот такие внезапные моменты. Вижу, что будет людно. Людно, потому что вот люди какие-то странные начинают появляться в вашей жизни. Все о вас начинают вспоминать. Всем что-то от вас нужно. То никого не было, а теперь вот прям толпа, причем, не знаю, под вашими окнами, и все чего-то хотят. Придется вам, конечно, с этим разбираться, другого пути нет. Сами по себе эти люди не разойдутся, и только вы можете это все разрулить и на места, как, грубо говоря, поставить всех людей. Да, много общения вас ждет, не всегда будет просто, не всегда будет приятно, что уж там греха таить. Но, тем не менее, много. Вот прям в самом начале у корня отсыпки очень много людей повыходило. Странных и удивительных людей. Дальше. Трифовая масть. Здесь какой-то прогресс в ваших делах.
заработки, бизнес, всякие там деловые связи, казенные дома. Прогресс, который, ну, он, во-первых, законный, вы уже, я вижу, вложились, причем капитально во все это. И второй момент, заслуженный, да, вот вы это заслужили. Здесь вам будут предлагать то, чего раньше не предлагали. Здесь какие-то вот прям возможности, объемы у вас появляются. И вижу, что вам люди готовы идти навстречу. То есть не только руки, да, подают, но и сердца открывают. Грубо говоря, можно при желании веревочки вить со всех этих людей, ну, либо организаций. Главное, чтобы вы там сильно не скромничали. И знаете, что окно возможностей не всем дается и не всегда. Если вам такое счастье выпало, нужно по максимуму использовать всю эту ситуацию. Да, именно казенные дела. Дома казенные, учреждения, организации, работа, бизнес, ну и собственная реализация. Вот это все у вас просто тьфу-тьфу выстрелит. И еще у кого-то может решиться ваш жилищный вопрос. Опять же, вы все разные, и вопросы у вас тоже разные. Здесь вам будут предлагать вариант. Причем вариант, конечно, не ахти какой, но тем не менее. Это лучше, чем ничего. И как лиха беда начала, да? Стоит присмотреться, стоит рассмотреть, не стоит стесняться. Может быть, нужно озвучить свои желания, пожелания. То есть хочу, как бы, спасибо на этом, но я хочу то-то, то-то. Да? У кого-то из вас так и отыграется, что вам пойдут навстречу и вам дадут. Ну, либо вам пообещают. Причем не просто там словами, да, что ну когда-нибудь, может быть, а здесь как под гарантию, что может там документы оформите, либо человек вас там куда-то в очередь запишет. Но вот что-то с жилищным вопросом связано. Это не обязательно новый дом, там куда-то съехать, переехать. Там могут быть даже моменты, там что-то поменять, отремонтировать, починить, да, в таком ключе. Тоже стесняться вам противопоказано. И еще один внезапный момент касается тех, кто с вами постоянно ссорится, ругается. По инициативе этого человека, либо этих людей будет достигнуто какое-то перемирие. Но это не мир еще, это скорее как перемирие, и отношения эти пойдут на спад. То есть вы меньше будете соприкасаться, вы меньше будете спорить, ругаться, у вас будет меньше конфликтов между друг другом, и в принципе, да, вот какой-то даже нейтралитет образуется. Это еще не мир, но это уже перемирие. И именно вам будут предлагать. Вот вы, правда, немножко обалдеете, скажете, что такое, почему. Вы скажете, что за щедрость, да, что за перемирие. А я вам так скажу, у тех, с кем вы ругаетесь, дела как-то очень плохо пошли, и эти люди связывают свои неудачи именно с ссорами с вами. То есть, возможно, вы еще от кого-то о себе услышите, что с вами нельзя ругаться, иначе кара небесная моментально приходит, да, и жизнь рушит. Вот в таком ключе. Конечно, те, кто с вами ругаются, вам это в лицо не скажут, но вот явно вот что-то похожее на это. Люди стали с вами ругаться, чем больше ругаются, тем хуже у них дела. Вот, стали проводить параллели, вспоминать, как было до, как стало после. И такие, да, надо, наверное, все-таки мириться. Либо хватит ругаться, иначе можно так и вообще пропасть, да, в этих бедах и проблемах. Да, придут, либо придет человек и скажет, давай, типа, там, успокоимся, давай обсудим, давай договоримся в таком ключе. Так, мужчина. Мужчина будет удивлять и шокировать. Если вы, мужчина, смотрите мою отсыпку, вот вас судьба просто вот по голове погладит. Ну, в прямом смысле слова. Тьфу-тьфу-тьфу, что-то очень хорошее произойдет, то, к чему вы всегда стремились, но не было ни единой надежды, ни единого, даже самого минимального шанса это обрести. Тут может быть и с работой связано, и с личной жизнью, и, например, с вашим бизнесом, с вашими проблемами, с вашими делами. Но вот ощущение, что судьба по голове погладила, как решила вас, я не знаю, побаловать судьба.
Ничего не удивляйтесь, за все беритесь, все принимайте, принимайте с благодарностью. И за каждым вот хорошим этим моментом не забывайте закрепиться, оставить свой откуп. Откуп может быть любым, я уже говорила, это может быть и деньги, это могут быть и добрые дела, и также вы можете помогать братьям нашим меньшим, то есть там, животным бездомным, там, перелетным птицам. В общем, насколько вас хватит, настолько и откупайтесь. Каждый действует по своим возможностям. Здесь нет какого-то прескуранта, и нельзя там называть какие-то конкретные цены. Да, откупаться можно и нужно не только деньгами, но и добрыми делами, добрыми поступками. Понятно, что все разные, у кого-то есть возможность, у кого-то нет возможности. Вот как вам удобно, да, откупайтесь. Именно так будет правильно. Девушки мои хорошие, у кого мужчина рядом, и мужчина не радовал. Не радовал ни поведением, ни жизненной позицией. Может быть, вообще какую-то пассивную позицию занимал, там ничего не хотел, ничего не делал. Мужчину действительно судьба по голове погладит, и мужчина действительно обретет и смысл, и вес, и желание появится. Да? У него начнет что-то получаться, он начнет к чему-то стремиться. Он начнет от жизни получать все то, чего был так долго лишен. И тут уже вы будете очень за него радоваться. Тоже не забывайте говорить, чтобы мужчина откупался, хоть какие-то откупы доделал. Ну а если вы хотели его оставить, понятно, что да, кому нужен мужчина, который ничего не делает, то вижу, что вы прям очень резко передумаете, у него и глаз загорится, и появится возможность и вас порадовать, да, что-то хорошее для вас, для семьи сделать. То есть поймите, что он не пропащий, да, просто были сложные времена, которые заканчиваются. Тут слава Богу. Дальше, мои хорошие, вижу вас, и вы чем-то жонглируете. Причем так весело, задорно. И у вас так классно получается. Жонглируете, как будто бы вы какими-то камнями. Но камни — это проблемы. Камни — это сложные ситуации. Внезапно появится возможность, я так понимаю, да, с делами, в делах порядок навести, с проблемами разобраться. Наконец-таки управлять всеми этими процессами, которые уже запущены. Жонглировать вам очень понравится. Только единственное условие, что вы не должны чужие проблемы брать на себя. Иначе чужими проблемами вас и придавить может. То есть, если у вас получается свое, вы не должны идти и делать чужое. Дальше, мои хорошие, внезапно придут новости от тех, кто не рядом, либо от того, кто не рядом. Новости очень положительные, очень приятные, очень обнадеживающие. Хорошие, да, добрые слова вы читаете, вам тоже так тепло становится, хорошо и приятно. За новостями очень скоро последуют какие-то даже действия. Может быть, человек где-то далеко от вас находится, и встреча была невозможна. Теперь вам человек сообщает, что могу, хочу и буду. И там буквально в короткий срок человек приезжает в таком ключе. Это как пример. Хорошие новости от тех, кто далеко, либо от того, кто далеко. Дальше показано, что какие-то люди здесь как будто бы две пары. Одна пара разойдется, другая, наоборот, сойдется. Кто-то разойдется, а кто-то сойдется. И это все показано под знаком правды. То есть, как должно быть, да, как правильно кому-то разойтись, а кому-то, наоборот, сойтись. Так, а здесь внезапно вы обнаружите, что что-то работает, помогает, действует. Может быть, это какие-то препараты, да, медикаменты. Может быть, это массаж, спорт, правильное питание, БАДы, в конце концов. Что-то работает, что-то помогает. В то, во что вы уже не верили, в чем вы разочаровались и, возможно, от чего вы решили отказаться. Вдруг вы понимаете, что результат есть. Да? Я лучше себя чувствую, у меня волосы растут, у меня высыпания пропали, у меня вес пошел вниз, у меня еще что-то произошло. То есть вы с удивлением понимаете, что сработало. Вижу вашу улыбку и вижу, что вы
с кем-то начинаете делиться вот именно своим опытом, что у меня получилось, у меня сработало. Хотя надежду уже потеряли. Вот как-то так идет. И еще, мои хорошие, внезапно мужчина признает свои ошибки. Опять же, это может быть и сын, и возлюбленный, и брат, и, не знаю, друг просто. Здесь мужчина внезапно так и говорит: ты была права. Все, что ты говоришь, все это правильно. А я вот там глупенький, да? Либо я там строптивый, с плохим противным характером. Я вот тебя не слушал. Представляете, как вы удивитесь, когда услышите эти слова. Мало того, здесь мужчина еще торжественно что-то будет обещать и говорит, что вот, например, я буду слушать тебя теперь всегда. Либо всегда теперь будет по-твоему. Ну, в общем, скорее всего, вы даже прослезитесь от того, что мужчина вам это говорит. Вот как признает вас, признает вашу правоту, признает свою неправоту и даже какое-то обещание вам дает. Ну, будет очень приятно. Дальше какая-то покупка. Ну, здесь либо кто-то для вас купит, либо вы случайно сами себе купите. Что-то очень необычное, скорее всего, либо то, чего у вас никогда не было. Вот. Для вас кто-то покупает, либо вы сами себе приобретаете. Не планировали, не думали, не гадали, даже об этом не мечтали. Но это происходит в моменте. Ну, как возможность появится у кого-то вам приобрести, либо у вас для самой себя приобрести. Покупкой будете крайне довольны, и вот денег прям совсем не будет жалко. Но, видно, вещь действительно стоящая, как бы жалеть вы точно не будете. Еще здесь случай, яркий такой случай, с кем-то вас сведет. С кем-то очень грамотным, умным, толковым и очень активным, деятельным. Смотрите, это может быть и мужчина, и женщина, но вот именно случай сводит. И там вам посоветуют, либо человек просто рядом будет находиться и скажет: о, а я именно тот, либо та, кто вам нужен. Но вот случай сведет. Вижу, что благодаря этому случаю очень многое в вашей жизни может решиться. Решиться, случиться, получиться. Опять же, у вас у всех разные проблемы, разные ситуации, разные задачи. Так, ну и в самом венце нам показана картинка, когда мужчина женщину за руку берет и ее уводит. Хороший знак, особенно если вы женщина, ну и если вы мужчина, тоже неплохо. Здесь сильный мужчина за женщину берет ответственность. Это может быть и в любовном формате, да, когда ваш любимый человек, либо тот, кто станет вашим любимым человеком, берет на себя всю полноту ответственности. И также, возможно, там, в деловых отношениях, в дружеских связях, да, когда сильный мужчина помогает женщине и говорит: ну, все, родная, не переживай, не беспокойся, я все сделаю сам. Между вами полное доверие, и этот мужчина вас точно не подведет. Очень замечательный знак. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.